таком же темпе давайте заново. Да. Динара Чайжинусова, председатель корпоративного фонда «Балашак», директор. Сегодня это наш 31-й фильм, который мы продублировали на казахский язык. Глобально это проект, он не просто проект про дубляж голливудских фильмов, это проект про создание качественного контента мировых студий на казахском языке. Сегодня мы особенно благодарны нашему партнеру, компании BI Group, с которой мы уже в рамках нашего проекта заключили также меморандум на следующий год о дубляже 7 фильмов на казахский язык. Между тем, в настоящее время к нам поступают многочисленные обращения сограждан о том, что фильмы ставятся в неудобное время на казахском языке. В прошлом году, когда мы участвовали в разработке законопроекта о кино, мы выносили все эти обращения сограждан и говорили о том, что как важно, чтобы фильмы, дублированные на казахском языке, хотя бы один раз в день ставились в прайм-тайм. Это задача Министерства культуры и спорта. И я надеюсь, что наступит время, когда уже уполномоченный орган обратит внимание на это, ну и займется решением этого вопроса. Потому что сегодня проект нашего фонда – это 100% проект, который реализуется на частные спонсорские средства казахстанского бизнеса. И поэтому для нас важно, чтобы как можно больше людей могли ходить в кино, смотреть фильмы на казахском языке, потому что это права казахоязычной аудитории, это права наших граждан, которые даны им по рождению в этой стране, согласно Конституции и всем правовым документам Казахстана. Подробнее про то, что до этого тоже фильм, который вы переводили, была за счет частных инвестиций, потому что министерство не принимало в нем участие, и эта проблема остается все же актуальной. Тут поподробнее, значит, ведь... Вы знаете, сегодня, как я уже сказала, все 8 лет мы все фильмы дублируем за счет частных средств. Это большая социальная инициатива нашего фонда. И только благодаря нашему активному попечительскому совету, поддержке наших меценатов и бизнеса, получается, что мы сегодня единственная организация в Казахстане, которая занимается дубляжом в кинотеатральном прокате. Это, по сути дела, мы единственные, кто помогает реализовать права наших детей на доступ к качественному контенту мировых студий на казахском языке. Хотя глобально это задача уполномоченного органа. А касательно того, Нуротан какое отношение? Проект реализуется при поддержке партии Нуротан, потому что этому проекту уже 8 лет. В свое время идейным вдохновителем этого проекта является Боржан Кадаргалевич Байбек. Именно при его поддержке мы инициировали. И начинался при активном его участии начинался этот проект, и он по сей день также поддерживает и вносит активное участие. А еще какие ключевые моменты есть? Плюс, который я не спросил, но вы не сказали. Ну, вообще, по сути дела, это проект не просто про дубляж. Для того, чтобы реализовать этот проект, он проходит несколько стадий. Первое – это согласование с глобальным офисом Disney о выборе контента и подборке определенных фильмов. Далее собирается творческая группа. То есть, по сути дела, сам дубляж состоит из нескольких стадий. Это кастинг, потому что кастинг основных голосов осуществляет компания Disney. То есть, какие бы мы голоса не подобрали, финальное решение принимает компания Disney. И после того, как осуществлена вся уже творческая работа, записаны голоса, все эти материалы отправляются на студию в Шепертон в Лондоне, где происходит финальное сведение. То есть вы понимаете, после уже финального сведения, после того, как фильм сведен, осуществляются правообладателем компании «Меломан» фильмокопии. И только потом уже фильмокопии с электронными ключами рассылаются по всему Казахстану. Далее уже только начинается активная работа по самому продвижению. То есть, по сути дела, все эти требования, они применительны не только к Казахстану, но и ко всем странам. Это глобальное требование компании Disney ко всем странам и ко всем организациям, которые реализуют подобные проекты. Последний вопрос. Можете коротко рассказать про то, что кто дублировал, кто озвучивал, и там были интересные факты, звезды нашей эстрады. Да, главный саундтрек этому фильму исполнила и записала Маржан Арапаева. А песню, значит, Налы, тоже известная казахстанская певица, победительница X-Factor Дарья Габдул. В общей сложности более 50 актеров из Нур-Султана и Алматы приняли участие. И фильм получился очень трогательный, очень интересный. Мы все знаем, что это ремейк известного всем «Короля льва», поэтому обязательно проходите. Совсем недавно, буквально пару дней назад, состоялась премьера
премьера в США, куда сама пришла Бейонсе. Сегодня всех зрителей будет ожидать сюрприз, музыкальный сюрприз, который исполнит сама Маржан Арапаева. Все, отлично, спасибо. Все.